alaikum. Share we got Masha Oil. I had Masha Oil. Сегодня у нас стрим на чеченском и русском языках. Будете задавать вопросы на русском, вам ответят на русском. Будете задавать на чеченском, соответственно, ответ на чеченском. Но в основном, стрим у нас сегодня на чеченском языке. Это 183-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Поражение России в Украине – вопрос времени. Об этом и многом другом давайте поговорим. С нами Аят Идигов. Стрим наш идет, соответственно, на платформе открытого диалога, в телеграм-канале Президиума правительства, YouTube-канале и на канале в TikTok. Аят, и сразу, как обычно, передаю вам слово. Ассаламу алейкум, Амин Махкой. Добрый вечер, друзья. Сегодня очередной стрим, как говорит наш главный ведущий Аслан Арцуев. Он уже прошел многие, как говорится, тропы, многие виды у него есть на всю ситуацию. Не каждый может это пройти, не каждый это может увидеть, но для того, чтобы это увидеть, конечно, надо стараться взглянуть со всех сторон. Надо всех выслушать, все стороны, все аргументы, все документы, насколько это возможно, для того, чтобы понять, где ты находишься сам. Сегодня тема у нас такая, что как она называется точно, Аслан? Поражение России в Украине – вопрос времени. Да, поражение России в Украине – вопрос времени. Точно так и есть. Ну что я могу сказать по этому поводу? То, что действительно это название, это точно соответствует тому, что будет. А иначе не может быть никак. Как может быть имперский, как говорится, ход, который захватывает все территории, и который в современном мире нагло себя, беззастенчиво ведет, убивает людей, не считаясь, как тараканы, как жуки, как угодно убивает, ни с чем не считаясь. Да. И при том в то же время говорит, что на них напали. А кто на них напал? На них никто не нападал, никто их не убивал, никто ничего. Это они развалили Советский Союз сами, который хотел Горбачев преобразовать в свое время, когда понял, что система власти имперская, она непригодна, что она разрушилась. Он выдвинул лозунги, которые мы знаем: перестройка, гласность и демократия. На этой стороне много чего сделал. Однако эти имперцы, я имею в виду все те, которые находились в окружении тогда Горбачева, все его окружение, потом все так называемые лидеры по всем этим республикам, они все объединились и скинули Горбачева и стали теперь отдельными, хотели стать государством, и этих планов и в какой-то степени удались. Но в то же время, когда Советский Союз они развалили, под тем лозунгом, который они говорили, разойтись, чтобы затем сойтись, то есть они тогда не предполагали, вообще не думали о том, что существует современное международное право. Одни думали о том, что мы его сейчас развалим, потому что сейчас Ельцин не может стать главой СССР тогда. Он не мог стать, потому что все были против. А в то же время они сами попали в капкан. Это и Ельцин, и его команда, и остальные, которые сидели. И те, которые сегодня сидят, те бывшие деятели, которые во главе этих некоторых Советского Союза сидели, они все были имперцами. Их основа заключалась в том, что они хотели остаться или баями, или королями, или президентами, но только в роли руководителей и управленцев. Вот так получилось при развале Советского Союза. Горбачев был скинут. Вместо него, я в общем говорю, пришел на территорию России, пришел Ельцин, который обладал в момент распада Советского Союза, многие об этом не говорят, РСФСР, это была уже не РСФСР в том смысле, в том пространстве, которое
оно было в Советском Союзе. Еще в 90-м году, в апреле месяце, из состава РСФСР были выведены 16 автономных республик со статусом союзных республик. Я же не говорю о тех республиках, которые были в других союзных республиках. Мы всегда говорим сейчас, как пример, о РСФСР. То есть при распаде Советского Союза РСФСР, она была, значит, за исключением всех этих автономных республик, которые еще Советский Союз, Горбачев, как и другие раньше эти 15 республик, которые преобразовали, он преобразовал их в союзную республику, и из Советского Союза на тот момент, когда они его развалили, вышло 32 союзные республики, территории союзной республики. И они, вот то, что было в РСФСР, им из этих, которые там оставались, деятели тоже коммунистические, они договорились между собой и 31 марта 1992 года подписали так называемый федеративный договор, незаконный федеративный договор. Почему? Потому что в рамках международного права эти республики должны были при выходе на международное право проголосовать за свою судьбу, определить. То есть какую они страну будут строить. А они подписали и создали снова Российскую Федерацию в России. Это было 31 марта 1992 года. Для вас я сообщу, что Чеченская республика из состава РСФСР, которые были, только Чеченской республике удалось тогда, хотя и другие республики пытались это сделать, Башкортостан, потом Татарстан и некоторые другие пытались это делать, но у них в этом смысле то ли лидеры были не так, то ли на них сильно надавили, но наши республики, наш народ, который испытал вот эти все чудовищные страдания, 6 раз был выселен, 6 раз наш народ был выслан, и они всегда возвращались. И в этот раз, после 1944 года, наш народ вернулся, и когда они начали ее там разваливать, мы и тогда вот это все поняли, и еще будучи в Советском Союзе, мы создали свою республику со всей атрибутикой суверенного государства. Но выйти из Советского Союза мы не могли, потому что международное право не позволяло выйти из состава любого государства, как и сегодня, если страна, в которой он находится, этот, скажем, народ, ему не дает разрешения. А когда эта страна сама, Советский Союз, исчез, они уже получили право на это не оглядываться. И все республики, которые вышли из Советского Союза в 1991 году, это республики, которые в одностороннем порядке вышли. А они здесь везде все заявляют, Чеченская республика в одностороннем порядке. Нет, дорогие друзья, все республики, которые были на тот момент перед распадом Советского Союзом, а их было 32, все они вышли из Советского Союза в одностороннем порядке. Сюда входят все, скажем, среднеазиатские, Казахстан, скажем, закавказские, Украина, Беларусь, все они вышли именно так, в одностороннем порядке. Почему? Потому что, чтобы выйти из Советского Союза, в международном праве сказано, что право народного самоопределения – это есть не односторонний акт. То есть разрешение на выход им должна дать та страна, в которой они находятся. А если эта страна сама исчезла, они оказались в международном праве, и в одностороннем порядке они объявили свои государства. Это очень важный момент, который нужен теперь этим республикам, которые сегодня хотят выйти из Российской Федерации России, потому что они были еще раз, значит, оккупированы, еще раз был захвачен, им даже не дали высказать свое мнение. Чеченская эта республика все это сделала, и еще до создания России, нынешней России, 12 марта приняла Конституцию суверенной, независимой, демократического правового государства, а 13 марта наше государство признало государство, которое было членом ООН, Грузия.
После этого нас признал еще другие несколько стран. Это, значит, Талибан признал, потом сейчас Украина признала в 2022 году. И это является важнейшими аргументами для того, чтобы дальше нам работать. То есть оно аргументы, потому что они приняты в рамках международного права. И все, что сделано не в рамках международного права, оно не имеет правовой основы, и их признавать никто не будет. Будь то, скажем, самозванцы, которые у нас здесь на Западе ходят, одни, которые объявляют себя представителями нашего государства, будь те, которые какие-то другие, значит, общественные, другие организации, которые, они говорят, мы занимаемся вопросами признания ЧРИ. Вы общественная организация, вы должны помогать и действовать, помогать именно легитимной власти. В нашем случае президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. И поэтому эти люди своими действиями наносят колоссальный вред нашему государству, чтобы оно не было в рамках современного международного права снова, значит, территория освобождена, и чтобы там восстановить наше государство. То есть они против нашего государства. Вот такая ситуация. И сегодня вот после того, как Украина оказалась уже в которой первый раз была Чеченская Республика, потом Грузия, а до этого, правда, еще Молдова была, потом Украина в 2014 году и снова в 2022 году снова Украина. Вот это тот ход, который был тогда ими запланирован, еще в 1991 году под лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись». То есть они еще тогда не признавали это международное право, которое было принято после Второй мировой войны в 1948 году, в прошлом веке. То есть наша задача стоит чеченского народа, и то, что сегодня Украина стоит на этих позициях, и потому что она понимает, что это воля народа, и ее граждане, украинцы, они борются, и мы видим, что день ото дня мы видим, что Украина крепчает духовно, нравственно. Никто из них не говорит, что мы пойдем под Россию. Все говорят, вы не братья, вы нам не братья и никакие и не были никогда. Они должны освободить территорию Украины. Хотя, правда, идут разные игры по всему миру. Даже Соединенные Штаты Америки до конца еще не определились, что делать. Хотя они много сделали для Украины, очень много. Европа теперь вообще переориентировалась. Она теперь будет, ну, скажем так, помогать Украине, понимая, что если Украина будет сдана, что они придут в Европу. Вот такая ситуация. Сегодня есть связка. Это западные страны Европа, это Украина, и это все свободолюбивые народы, которые сегодня будут бороться и помогать Украине. Морально, нравственно, физически участвуя в этой войне. Наши бойцы, наши добровольцы в Украине находятся. Что бы там ни говорили, это наши люди, которые защищают Украину. Они одновременно тем самым защищают и наше государство, защищают интересы нашего народа. Ну, в общем, вот такая ситуация, хотя есть, конечно, какие-то вот, скажем, такие печальные, значит, факты. Вчера ночью, в общем, где-то было закинуто около, сколько я записал себе здесь, было, значит, выброшено в сторону Украины 695 дронов, представьте себе. Да. Три ракеты обычные, и потом 3 это какие-то там еще более мощные ракеты. И сколько людей погибло снова, дети, женщины, они бьют по домам. А что делают украинцы? Они бьют по их нефтеперерабатывающим заводам, по их этим военным объектам, так? Они бьют оттуда, где вылетает самолет, туда бьют. Они бьют по тем местам, где они имеют право бить. А эта империя бьет по народу, бьет по людям. Вот поэтому-то. И никогда сегодня, когда есть еще поддержка Запада, и я думаю, что, хотя сегодня и говорил, или вчера говорил, Трамп говорил, вот знаете что, вот интересные повороты всегда у него бывают.
Он говорит, знаете что, Путин предлагает, а Зеленский, он не успевает отвечать, пока он не успевает, он уже другие дает. Это Зеленский, мол, виноват, что он не успевает прочитать его эти документы. В общем, здесь однозначно видно, что Трамп ведет политику интересов Соединенных Штатов Америки и свою, видимо, какую-то там политику он проводит, которая нам пока еще неизвестна. Мы надеемся, что он все же, значит, поймет, в чем дело, хотя, может быть, он лучше понимает. Мы говорим, что он поймет, а может быть, он понимает лучше, чем мы. И, наверное, понимает лучше и знает, чего он хочет. Мы можем делать только одни выводы, что он на стороне России сегодня, на стороне Путина. И этот вывод делают все. Правда, я не склонен это делать, этот вывод. Пока что не склонен. Посмотрим, хотя все, которых я знаю, разговариваю, мне тоже говорят, вот он на стороне Путина и все такое. Да Путину к черту не нужно. Ему нужны экономические, финансовые, другие возможности, где бы он больше взял бы, он считает, не считая с международным правом. Он снова заявляет о этой Гренландии, там он снова бьет по Венесуэле и говорит, там больше всего нефти на свете, а нам нужна нефть, и поэтому ее возьмем. Ну, в общем, вот такие вот дела происходят. Но что будет, мы не знаем. Сейчас вот будут, в следующем году будут выборы в Сенат и в Конгресс, и там вот посмотрим, если эти, скажем, два органа власти Соединенных Штатов Америки смогут туда пройти больше, скажем, разумных людей, вразумительных, пускай с обеих даже партий, консерваторы и, скажем, демократы, да, республиканцы и демократы, то такие, если люди будут, то они Трампа осадить могут, хорошо осадить и определить, что делать. Хотя Трамп, конечно, что бы там ни говорили, он, как говорится, он не дурак, он хорошо знает, что он делает и чего он хочет, знает. В общем, вот такая в целом ситуация. Сегодня не ясно, что будет, что происходит и как дальше это будет происходить. Но ясно одно. Украина в этом случае не проиграет. Украина в этом случае и до этого выиграет обязательно. Какие бы там рожицы ни строил, скажем, Путин или другие его окружения, Украина не может проиграть. Украина, значит, она создана для того, чтобы победить. Проиграть она не может. Вот какая ситуация сегодня складывается. Аслан? Баркалая, Ая, вот тоже по-русски задам вопрос. Вот сейчас Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о ежедневной сводке, и как обычно, но сейчас они на 50% увеличились. Уже там 1400 убитыми ранены, 1300, 1500, 1700 было несколько дней назад. Это о чем говорит, Аят? Они с новых вот этих своих вояк бросают для чего? К чему-то готовятся? Нет, это для них, ведь он же там сидит, делает разные заявления. Мы сейчас возьмем, это до сих пор не воевали мы. Сейчас мы вот сделаем, у нас теперь орешники готовы. Мы их переместили в Калининградскую область. Они находятся у нас, атомные бомбы в Белоруссии и так далее. Он везде же вот такое, ну, как говорится, понты кидает, как говорят бандюги, да? А с бандитской командой они это все кидают, а здесь сидят, они не привыкли к тому, многие там политики, они выросли в таких условиях, там воспитаны по-своему, как-то вот так. И когда им такие вещи говорят, они, наверное, задумаются, что это такое, а вдруг они это сделают. Я так думаю. Но в то же время, что бы они там ни говорили, и как бы то ни было, есть чем мощнее они будут бить, допустим, да, тем мощнее и будет им ответный удар. И тогда Путин понимает, если он хочет таким образом, чтобы Зеленский опустился, отдал им вот это все, что они требуют. Но теперь сам же этот и Трамп понимает, что чтобы на какие там
уступки, мол, не идет, готов идти Зеленский, а этот снова выдвигает новый слой. Ему не хочется, мне кажется, не хочется говорить, что вот Путин виноват. Он говорит, вот он там прислал свой план, а этот еще не прочитал, и теперь, а тот это не прочитал, тогда он тот другие дает. То есть Зеленский не успевает прочитать его планы. Вот так вот. Насколько я вижу, они, конечно, бросают сюда больше и больше людей. Они хотят там захватить или тот, скажем, участок фронта. Но если где-то они там берут, в ответ украинцы в другом месте забирают. То есть там как бы какая-то волна вот такая. На самом деле они особо никуда не продвигаются, как показывают вот эти наблюдатели, и американцы, и англичане, и другие говорят, никаких продвижений особо против Украины нету. Стоит ситуация такая, и Украина сейчас готовится. Сейчас у них есть деньги, и Украина получила 105 миллиардов. Но мы говорим, получила, потому что сказали, решение принято немедленно, так? 105 миллиардов долларов, и это очень внушительная сумма для того, чтобы Украина могла дать достойный отпор и начать изгнание этих бандитов со своей территории. А после этого, когда это все свершится, конечно, тогда будет Международный уголовный суд, и все эти решения, которые будут там приниматься, конечно, будут вопросы не только по Украине, а и по другим странам, где Украина и другие страны вот так вот пострадали. Это и наша республика, это и Грузия, это и Молдова, это, естественно, Белоруссия. И вот так далее, и должны прийти к тому, что действующее современное международное право должно строго соблюдаться. Вот я думаю, к этому все движется, чтобы они не говорили. Так что будем ожидать вот эти вот разного рода вот эти пугалки, которые закидывают Захарова, закидывают там разные другие их Соловьевы, но сам Путин, это все не пройдет. Это они так пугают, здесь им это не пройдет, потому что когда они против нас это делали, и у нас было 5 агрессий, и никто нас не защищал, и тоже мы их изгоняли 4. Теперь, когда остальная, скажем, часть, вернее, весь Запад сегодня на стороне Украины, мы видим это, и не только Запад, есть и другие страны, ну, скажем, и Австралия, и другие страны, есть и добровольцы есть, и теперь есть санкции против России. Как это повернется, это, конечно, не будет одним ходом, это займет, конечно, время, может полгода, может больше, но все время мы должны понимать, что мы не должны хоть в чем-то сомневаться в том, что Украину захватит Россия. Не захватит она Россия, не сможет она это сделать. Почему? Потому что она является человеконенавистнической властью. Они убивают всех, и своих, и чужих, что угодно, и ее содержать, и ее, значит, к себе пустить невозможно. И это не может сделать и Запад. Вот в этом вся и причина. И украинцы стоят твердо, очень твердо стоят, насколько вот мы видим и наблюдаем за всем этим. Аслан? Баркалай. Аят, вот вопрос о поражении России в Украине, он актуален в военном смысле, а если брать стратегические, геополитические, экономические, вот эти все моменты, Россия, как вы считаете, стратегически уже проиграла? Она вторая армия была в мире, ее все боялись там и так далее, а теперь ни денег нет, ни страха нет, ничего нет. Голый король оказался, как говорится. Но где она была, вторая армия? Она была вторая армия, потому что она напала на Чеченскую республику, и мы ее 4 изгоняли. Поэтому она была, на бумаге она была вторая армия. Где она что сделала? В Сирии она что сделала? Или, скажем, на Закавказье что-то они сделали? Что они сделали? Никакой второй армии нет, они это придумывают. А это они сейчас там вот учатся, говорят, сейчас они набирают опыта. Ну и что они набирают опыта?
у них нет ни морали, ни нравственности, у них нет стимула, чтобы это делать и, скажем, побеждать. Они не защищаются, они нападают. Они понимают, что они в чужую страну пришли, чужую людей убивают мирных, невинных. И какая она армия такая? Какая? А то, что у них есть атомная дубинка, которой они не могут воспользоваться. Но пусть попробуют воспользоваться. Если умирать, тогда будем все умирать, и Путин никуда не денется. Но не хотелось бы, что этот, скажем, головорез вот это делал. Как он там садился и говорил на безвинных чеченцев: если поймаем, то и в туалете замочим. Он имел в виду всех. Он Конечно. всех имел в виду, не только чеченцев, ну и в туалете замочь. В чем же мы были виноваты? В чем был наш народ виноват? Ни в чем не был виноват наш народ. Мы создали свое государство по праву, а эти какие-то вурдулаки или, не знаю, пришли и эти вещи нам говорят. Мы не должны с этим соглашаться. Наши и предки, и мы, и наши люди, и другие предки других народов, они хорошо понимают, что происходит сегодня. Сегодня очень такая ситуация, когда мы видим и все слышим во всем мире, и все понимают, что происходит. Хотя здесь и ложь льется сколько угодно, пропагандистская ложь. Но в целом люди все чувствуют, что это такое. Все знают, все понимают, что Россия не права, что Путин не прав. У него территории больше, чем у любой страны в несколько раз. У самой большой страны у него в несколько раз больше территорий, чем у Канады, скажем, до тех Соединенных Штатов Америки или Китая. Больше. И что, ему территории не хватает? Или что его кто-то охватывает и теперь его хотят захватить, развалить? Нет, никто тебя развалить не хочет. Почему ты гнобишь народ? Почему ты бьешь их? Почему по национальному, расовому признаку? Посмотрите, что они в России делают. Посмотрите, они мальчика убили, 10-летнего. Это же политика, которую проводит именно Путин и его команда. Это политика империи, которую они хотят запугать. И что это понравится кому? Вот именно поэтому ничто ему не нужно. Ему нужно сказать, что я самый сильный и что я вас всех задавлю. Вот у него задача. А кто с этим согласится? Сейчас не те времена, да и раньше не были те времена. Они говорили, что они там побеждают, там побеждают. Где же они побеждали? Это разговоры все, да. Исторически так-то складывалось там и на Дальнем Востоке в Первой мировой войны, и потом здесь во Второй мировой войны. Там Россия сама бы ничего не сделала одна. Гитлер мог победить. Это потому, что и Америка, и Англия, и другие страны объединились, и поэтому только победили. И утверждать, что мы победили, это здесь не идет вот так. Как ты мог победить, если у тебя в руках не было оружия, не стрелять-то не мог? Из рогатки, что ли, стрелял? Тебе давали, значит, на пропитание, одежду солдатам, транспорт давали, тебе, значит, давали оружие, тебе ленд-лиз сделали. А они это все скрывают и говорят: мы победили, мы. Они не говорят, что вот сообщество таких-то стран победили. Не говорят. И говорят, парада делают, как будто они одни такие. А все остальные никто. Это кому понравится? Почему не понравится? Потому что они не правы, потому что они сами аморальные, аморальная политика у них. Вот поэтому это так и есть, Аслан. Аят, вот Россия на протяжении уже долгого времени, больше уже 3 лет, 4 года уже практически, заваливает трупами украинскую сторону, украинскую Да. землю. Просто посылает на лошадях, на ишаках, на самокатах, на чем только возможно. И просто мы каждый день видим, что дроны, как нам сообщает украинская сторона, треть этих убийств, ликвидации этих террористов, оккупантов происходит при помощи этих дронов. То вот мы видим эти все ужасные кадры. Это такая государственная политика, они всегда заваливали и в Афганистане, и в Ичкерии, и во Вторую мировую войну. Всегда трупами заваливали, чтобы своими трупами испугать противника. Как вы думаете, это такая стратегия у них, вот, которую они всю свою историю применяют? Ну, И, как и, сказать? по- и Договори, может, говори. и может ли, наконец, этот мир понять, что это такая варварская, античеловеческая, нечеловеческая стратегия,
и не вестись, если гуманный Запад начнет немножко относиться гуманно к этим террористам. Но вам же известно еще во Второй мировой войне и в Первой мировой войне, когда был и Кутузов, и Суворов, как они там до Парижа доходили, как они выигрывали, как говорится, разные схватки. И всегда это было не умением, а количеством, понимаешь? И тогда не было таких вот видов оружия, как сегодня. Тогда не было дронов, ни пушек, ни «Катюш», так? Мгм. Но и все равно, а потом после этого они посылали массовом порядке посылали. Еще даже их этот маршал Жуков говорил: «Баба нарожает, давайте всех туда, пусть лезут, и все под танки, все давайте, чтобы там переломить вот количеством». Это говорит о том, что они воевали количеством, а не умением, так? Но те времена тоже были, конечно, своеобразные, какие ходы военные и все такое. И Мгм. количество они это делали. И у них же массы много, территория большая, народу было много, так? М. И состояние было такое, что они посылали, вот смотри, на этих войнах, которые были там Первой мировой, до этого везде, они всегда захваченные вот территории, Мгм. будь то кавказские, будь то, ну, скажем, Поволжье, татары, башкиры, чуваши, другие там на Дальнем Востоке, отовсюду. Этих людей они вперед сажали на коннице, дикая дивизия или какая-нибудь там еще какая-то дивизия, посылали их, вот они там вылетели из горы, как молния, налетели, раздолбили их всех там. Эти были горская команда, что они только не писали. То есть гладили по головке нас, как будто мы являемся какие-то дети. Но в конечном итоге нам-то надо вырасти, надо понять нашим людям и народам, что эти вещи слушать нельзя. Кто там сидит, кто это нам эту политику ведет. Посмотрите на них, лица на них, посмотрите, кто они такие, откуда они взялись. Они взялись оттуда, что у них в руках находится вот эта дубинка. Дубинка, которую они действительно украли, скажем, у Америки, это атомная бомба, мы говорим. Но тогда, как говорил Сахаров, другое, это было сделано для того, чтобы не было единоличного такого, знаешь, давления. Теперь это пошло и дальше, и дальше. Ты видишь сейчас обладание атомным оружием – это как бы гарант безопасности. Сегодня и Трамп сейчас, они выдвинули свою новый план или стратегию безопасности. Тоже с этим как-то они крутят, вертят. Непонятно, хотят объединиться то ли с Россией, то ли с Китаем. Но одним словом, Китай сейчас процветает, как бы процветает, так? Экономически, политически, в других направлениях он процветает, Китай. И Китай и союз с Россией, он может быть как придаток России, это может быть сильный, значит, противник для Соединенных Штатов Америки. И вот Мгм. в этом заключается вся эта борьба, которую сейчас ведет Трамп. Вот здесь и находится вот это, как говорит, собака зарыта, как говорил этот Горбачев. Так вот, мы думаем сейчас, что и как быть, а ведь он никак, как бы, он не пытался оторвать, скажем, Россию от Китая. Он не может оторвать, видишь как? Теперь он уже не может. Раньше мог, теперь под предлогом того, что вот вы нас окружаете, вы нас сейчас со всех сторон базы строите, мы с НАТО вы не говорили, что не будете, хотя никаких обещаний Запад им не давал, что не будет. Кто-то сказал, а если сказал, где это написано конкретно, что сказал? Где Мгм. это обещание, где это подтверждение? Этого нет. И по главному, по масштабу дело идет в том, что сегодня в союз хотят, в союзе с Китаем, значит, они хотят противопоставить себе Соединенные Штаты Америки, понимают, что и Россия, и Китай могут быть вместе. Вот эту, скажем, парочку разорвать хочет, насколько понимаем, хочет их дружбу разорвать Трамп. Даже, по-моему, с моей точки зрения, даже отдав Украину, скажем, какую-то территорию. Вот какие у него задачи, насколько мы видим. А там уже, как это получится,
И что бы ни делал Трамп, и так, и сяк, а Путин на это не идет. Помнишь, когда они там собрались в Москве, приехал этот Витков, там этот Кушнир, зять этого Трампа, и туда же приехал министр иностранных дел Китая. В тот же день. А что он туда приезжал? До сих пор все скрывает. Он приехал, его встретили на самом высшем уровне, встретил его Шойгу, там кланялся, ходил там как этот перед этим, и тот там такую стойку держал. А что он приезжал? Именно для чего он приезжал? Конечно, он приехал там какими-то срочными и нужными в лицо сказать документами и передать то, что говорит Си. И поэтому там все это меняется. Там надо смотреть вот на эти, скажем, признаки, которые мы видим. И это, если вот я смотрю, нигде не было сказано, почему приезжал этот министр иностранных дел Китая в тот же день туда, когда эти вопросы обсуждались. То есть именно вот это и идет. Видимо, Китай не хочет никак, вот он, видимо, предупредил, если ты хоть один шажок сделаешь в сторону, то ты будешь, мол, тебе хана, мол, Путин предупредить приехал, этот министр иностранных дел Китая. Я так думаю, полагаю. Иначе зачем ему в тот же день туда приезжать? Или накануне, или в этот день. Не видел ты это, не помнишь? Нет, не видел. Да, это Интересное было так. наблюдение. Так что вот такие дела происходят. Очень много вещей, которые мы не можем вот иногда даже это там видно было, что он приехал. Видимо, они как-то его выпустили в эфир как-то случайно или как, да? А сколько много таких вещей, которые мы не знаем и не видим, и где эти нити и как дергаются. Так что вот такая идет сейчас борьба, и Трампу, видно, очень тяжело в этом смысле. Я так думаю. А сейчас, когда Европа уже взяла на себя вот эти функции, сказала, что я буду защищать, и в то же время, значит, они Трампа как бы могут, Россия и Китай кинут, как говорят там в грубой форме, да, то здесь другая политика сейчас может выстроиться. Вот что я хочу сказать. И эта политика будет такой, чтобы Украина должна обязательно выиграть. Вот я вот так вот рассуждаю. А почему, как вы считаете, почему переговоры с Россией со стороны Америки ведут неофициальные лица, бизнесмены, родственники какие-то, не госсекретарь, не министр там еще какой-то и так далее? Ну, Почему это так? потому что это какие-то договорники. Почему так Договорники, принизили чтобы не сказать, что Руссию? это на официальном уровне, извини. Потому что не сказать, чтобы на официальном уровне это. Это, мол, предварительные какие-то обсуждения, а потом, мол, мы сядем, но пойдут туда министры и другие официальные лица и подпишут документы, или сам поедет туда этот, как его, Трамп, и сам подпишет. Но он предварительно вот эту всю платформу они готовят. А эта платформа, она никак не готова, не состряпали они, не согласились. Вот в чем вопрос, насколько мне это понятно. Насколько я это вижу, я хочу сказать. Понимаешь, Руслан? Так, спасибо. Друзья, задавайте вопросы, я их зачитаю. У нас стрим сегодня и на русском, и на чеченском языках. Напишите, зададите вопрос на чеченском, вам ответят на чеченском. На русском, соответственно. Ясно. Аят, как вы считаете, с территорией Украины, ну, например, сейчас говорят о приостановке на линии соприкосновения там, и так далее, и так далее. Но Путин постоянно утверждает о том, что ему нужны там Запорожская область, которую, как он, и Ичкерию, и другие территории Украины, Ичкерию, Да. наше государство, и украинские и другие регионы включили в свою абсолютно бесполезную конституцию. Как вы считаете, Аят, он же понимает прекрасно, заведомо, что эти условия невыполнимы. Это делается для чего? Это такой договор начало переговоров с завышенными требованиями, Завышенная ставка. да, Да. или это будет, или реально он хочет, или он не хочет вообще переговоров. Это делается для того, чтобы просто... Ну, видно же, что он уже сколько? 6 или 7 раз где-то я видел этот
Зеленский соглашается, а Путин снова перескакивает. Еще раз соглашается, Путин снова другие условия. Еще раз, еще раз. И вот эти условия все время он выставляет. То есть он показывает, что он говорит, изначально то мы что сказали. А что вы сказали? А мы сказали, что вы не будете передвигаться, и вокруг, мол, это Россия не будет свои атомные там базы строить. А вы строите. Мол, давайте уходить все свои базы назад, отодвигайте все, там, ну, которые с Польши, там, Финляндии теперь, Швеции, другие, как это было, скажем, в 96-м году, давайте все отводите. Это же нереально, никто же не уберет эти. Если убрать это значит вообще подложиться под Путина всем. Западные страны на это не пойдут, и я думаю, что и Трамп-то хотел бы, наверное, чтобы пошли, чтобы там разорвать и контакты иметь с Россией, нежели иметь Россию и Китай вместе, единым фронтом против себя. Поэтому сейчас вот это все вот происходит. Я думаю, что именно эти вот планы у них вот очевидно, видно это, что это такое. Окей. Недавно, пару дней назад, был убит генерал, российский генерал в Москве. Его машина была подорвана. Неизвестно, кто это сделал, конечно, но нужно сказать одну очень важную закономерность. Все те, кто убивали нас во время российской агрессии против Ичкерии, во время геноцида чеченского народа, от рядового состава до генералитета фактически Украина уже утилизировала. И они первыми пошли воевать, зарабатывать деньги, воевать против Украины. Как вы считаете, если вот эти люди будут продолжать вести вот эту свою работу в этом направлении, они должны будут, ну, будут ли они привлечены, те, кто неправильно сформулировал вопрос, те, кто вот, воюют, они должны будут нести ответственность только перед Украиной или и перед нами тоже? Но это же международный трибунал будет. И международный трибунал будет вести за общее их преступление против человечности, так? И будет, нет, конечно, они должны быть. А как это будет, как это сложится, это будет зависеть от того, как вот сейчас эти стороны договорятся. Ясно одно, что Украина не может потерпеть поражение, потерпит поражение Украина. Значит, Китай может пойти на Тайвань, правильно? Значит, другие страны большие могут пойти на другие маленькие страны, захватить могут Кувейт, Катар или другие какие-то тоже пойдет, это по всей Африке и еще где-нибудь, что-нибудь. То есть это как бы, значит, изменить современное международное право, устои, это уже пойдет оттуда, может пойти это все дальше и дальше. Этот прецедент может стать примером для того, чтобы и остальные могут делать. А вы же сделали там, а вы же сделали там. А до сих пор вот эти все нарушения, которые они делали с точки зрения международного права, они это как-то покрывали, говорят, а вот нет, мы это сделали, пытались там договориться, да, а вы вот там сделали, вот в соответствии с этим законом или с этим принципом, мы это делали, мы отошли, мы то, все. То есть они все время выкручиваются, эти большие страны, если они где-то там нарушают это. А здесь открыто, если вот такое вот сейчас допустить, скажем, вот да, они завоевали, скажем, территорию, оттяпали у Грузии 2 территории, у Украины взяли, Чеченскую республику территорию захватили. Это на это как бы мир не смотрит пока, как бы это не имеет особого такого большого значения. Да, вот так вот они оставляют это, там много они раза. Вот у вас нам говорят, вот вы там создали свое государство, да, вы создали по международным правам, но никто вас не признал. Как не признал? Грузия, там другие несколько государств, но это мало. А я спрашиваю, разговариваю, ну если это мало, скажите, а сколько надо, чтобы было немало? А мы не знаем, значит они вот так крутят эти, а на самом деле вот эти большие страны, они это делают таким образом, значит, вот эти споры у них, а так они стоят нерешенные. А для вот таких вот более слабых стран или
стран с малочисленным населением и территорией, с ними они быстро готовы расправиться. И если там они что-то делают, они вешают на них ярлыки, как на нас. Как они навесили на нас все ярлыки на чеченцев, что они бандиты, террористы, исламские фундаменталисты, что они на нас тут не говорят, так? А здесь это мы видим, что происходит. Мы видим, что происходит, и Запад весь, как бы, значит, вот сколько я бывал вот в этих странах, в этих международных организациях, десятки раз бывал, и в Америке, и здесь, везде с ними встречался. Всегда, конечно, помню, вот Рассел Джонсон был президент Совета Европы, вот, с которым я вот часто встречался. Он мне говорит, когда я ему вопрос задавал, как же так, вы должны принимать его. Он говорит, сейчас знаете что? Говорит, что? Сейчас, говорит, международное право разве не действует? Действует. А что? А есть еще, говорит, реальполитик. А что такое реальполитик? Ну, это то, что есть реально. Ну, как реально? Если реально есть, оно должно быть соответствовать с этим. Ну, вот я, знаете, не могу ответить вам до конца, как это. Но это надо вот понять, вот должны понять. А я это понимал, что странам, у которых есть большие возможности, экономические, военные и другие там политические, значит, международные, имеют там связь, для них это вопрос такой, как бы, значит, для них это вопрос не особо касается, а вот для других стран, такой как наша страна и другие, для них вот надо, чтобы у вас вот так было. Они нас учат, пытаются. В то же время вот эти все недостатки, которые есть в этом современном международном праве, об этом многие говорят и говорили, оно, конечно, должно быть как-то, ну, более четко сформулировано. Как мы говорили с тобой, эти 5 стран, они все решают. И эти 5 стран, вот смотрите, Россия что делает? Уже сколько лет она вот столько людей убивает, и она еще член Совета Безопасности. То есть здесь нет вот этой четко, ясно определенной позиции. И туда должно быть, конечно, вот эта система, она должна быть несколько преобразована. И многие об этом говорят. И я так думаю тоже, что если они преобразуют, кроме 5 стран, скажем, возьмем, что будет там не 5 стран, а 20 стран, допустим, да, или больше, и по тот или иной вопрос тоже решать. Тогда это будет прочнее. А когда, если какая-то страна вот так ведет себя и нарушает это, его надо сразу выкидывать из этого Совета Безопасности. Ну, какие-то другие правила должны быть, я вот что хочу сказать. Так что здесь вот такие вот идут игры, в которых мы понимаем, что мы создали свое государство в рамках международного права, мы, допустим, чеченцы, да, чеченский народ, и нас хотят с этих рельс скинуть. И это нельзя с этим согласиться, нельзя с этим соглашаться, нельзя вот этим нашим самозванцам, которые здесь на Западе или где-нибудь там, скажем, на территории России, в других странах, которые договорятся с этим соглашаться, позволять нельзя. Надо объяснить им, что это нельзя. А они сидят, эти русские, со всеми диктаторскими режимами исламского мира, так скажем, с ними там во главе тоже сидят не религиозные люди, а сидят религиозные как бы деятели, управляя этой системой религиозной, скажем, традиции этих народов. Использовать их. Мы об этом говорили, и поэтому это не случайно, что христианские или другой религии и мусульманские, их диктаторы всегда вместе, против справедливости, вместе, едины они. Вот нас вот сколько бомбили, убивали, мы обращались к ним, да помогите нам. Они говорят, мы не можем вам помочь. Почему не можем? Вы же мусульмане. Нет, у нас другая политика. Нет, если вы создадите свое государство, тогда мы вас возьмем в свою организацию. А зачем нам ваша организация, если народ создал свое государство по современным международным правилам, а вы не хотите помогать? Как это понять? Они молчат тогда. Понимаешь, вот молчат. Ты удивишься, когда они говоришь, а как это так? Они молчат. Нет, у нас у самих проблем много. Как это у вас проблем много? Почему вы, ваш вот этот, едете туда, Путина, вот, разные деятели из Палестины или где-то, и говорите там, или там этот даже Ливии, из других стран, все говорили, что? Они говорили Путину, и там встречались, говорили, да, Чечня должна быть в составе России.
Да, она не должна быть отдельным государством. То есть они нас пытались сдать в рабство Путину. Вот как они себя вели. Эти деятели, которые сидели и сидят, вот, ну, большинство, которые сидят во главе этих так называемых исламских государств. Там не исламские государства, там диктаторские режимы. Вот о чем речь. Там Да. религия, там народ мусульмане. Так? Поэтому эти вещи надо различать. А мы это сегодня видим отлично, и все мы видим и понимаем. Вот об этом речь, Аслан. Спасибо, Аят. Аят, вот вы про реал-политик сказали, такой махровый макиавеллизм, который не останавливается ни перед чем для удержания, захвата и удержания власти. И Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и находится в этой организации. В соответствии с уставом, эти 5 постоянных членов, их никто не может ни исключить, ни включить туда. Хотя Советского Союза не существует, уже по праву не должно было быть уже Советского Союза в этих документах. Вообще нонсенс, просто юридически, просто какой-то казус непонятный. И вот в связи с этим, почему, если реал-политика есть, где там нужно кому-то применить меры, не дозволяющие международному праву, там, выходящие за рамки международного права, их применяют, если это слабый, если это какой-то там легко, да, как говорится, слабого только ленивый не обидит. А если это Россия, ядерное государство там, и так далее, то начинается вот такое вот соблюдение каких-то норм, международных правил там, и так далее, и так далее. Как вы считаете, будет ли Россия исключена, Советский Союз точнее, России там никогда не было, Советский Союз наконец-то юридически исключен из ООН, не знаю как, ну как-то, применив реал-политик. И поделится ли мир на 2 лагеря? Вот новая архитектура мировой безопасности, где будет Китай с одной стороны и ее союзники, и Запад, США, Великобритания и их союзники. Как вы считаете? Ну, как сказать, посмотрим. Это вот исход этой борьбы, которая сейчас идет, да? Это будут следующие шаги, мне кажется. Следующие шаги после вот этого решения этой проблемы российско-украинской и того международного трибунала, который после этого должен состояться. Вот после этого будет, это все должно быть вот так вот. Но насколько это сейчас вот ставится политика Трампа, скажем, Соединенных Штатов Америки, как я говорю тебе, они хотят на свою сторону взять Россию, это не получается потому, что потому. Поэтому Трамп, по-моему, говорит, нам нужна Гренландия, поэтому, говорит, мы ее купим даже. То есть это чтобы было удачно ударить, скажем, ну, короче, иметь там свои интересы в этой большой территории. Там. Он говорит, что это нужно по вопросам безопасности. Ну, А? извините, мне кажется, Америка вот через этот Берингов пролив, опять же, вот взять Гренландию, взять Канаду, вот все страны северного полюса, Арктики, они ее пытаются перекрыть путь, американцы пытаются перекрыть путь для Китая, например, и других. Просто север будет наш, Арктика будет наша, говорят американцы. Мне кажется, с этим это связано. И уже в Ну, Гренландии американские базы начинают действовать уже военные. Еще не купили, здания договорились, и уже в Гренландии американцы усиленно размещают свои подводные лодки, корабли там и так далее. да, может быть, здесь много вариантов, понимаешь? Нам то, что сейчас вот я говорю, ты говоришь, оно имеет право на существование. А как это развернется, ну, в любом случае оно должно развернуться так, что военная, значит, стратегия атомной войны не пройдет. Это раз. Не пройдет. Потому что это ударит и потом по тем странам, которые ударят атомной бомбой, да, они сами будут этой атомную бомбу тоже захлебываться. Так зачем тебе кидать гранату, которая эта граната упадет и тебе на голову? На Вот чем. голову. А? Да, да, Так, да. вот этим должно все развернуться. Они же вот, если до этого будут доходить, они этого Путина там сами схватят и его закопают.
если до этого дойдет. Но пока там жесткая такая дисциплина, и народ, и все пока не чувствуют это все. Пока вот думали, вот сейчас прогнут Украину, а Украину прогнуть нельзя, потому что Путин, если сейчас пойдет на уступки, скажем, ну хорошо, я согласен с этим, даже то, что он сейчас остановится на этих территориях, которые там, скажем, восточной территории Крым, это не будет означать для Путина победой. Потому что он там народ-то хотел сказать, я всю территорию Украины возьму, а не взял, а положил уже миллионы, почти больше 1,5 миллиона человек. Об этом все знают, все настроены вот на это. Потом вот эти все бандиты вернутся назад и начнут требовать. То, короче говоря, там будет анархия в этой стране, в России тогда. Тогда могут быть там внутренние конфликты, это все может возникнуть. Он это понимает. Поэтому он не может остановить войну, которую он начал, не может. Победить не может и остановить не может. А эти могут, давай останови. Тот понимает, остановить это для меня смертельно, физически даже. Ему гарантии, если кто-то и даст, он этого опасается. Сейчас вот как оно развернется, как они это решат, ну, видно будет, как они это будут решать. Потому что я тебе говорил, там участвует, скажем, ну, за ними стоит Китай. За ними стоит этот Иран, за ними стоит и Индия, так? Они, там у них интересы экономические, военные, политические. То есть это дело, то, что мы слышим, это то, что мы слышим. А вот их интересы, которые есть, мы это можем догадываться. А как они там внутри догадываются, мы не видим. Он поехал там, Умеров, говорят, он чуть ли то сделал, и пусть там его, уже нельзя его держать, он уже на крючке американцев, они его, значит, за что-то поймали, в чем-то он там виноват, и теперь его они будут прогибать, и он все нас сдаст. Говорили раньше, вот неделю-полторы назад. А он снова поехал, там находится. Значит, там что-то другое. Да. Если бы на самом деле так было, а почему он снова поехал туда, если он находится на крючке у американцев? Как будто он там сказал, что нам надо это, давайте это, договорился. Тогда почему Зеленский его снова туда послал, спрашивается. То есть здесь такие моменты, о которых мы с вами можем говорить, но не знать, о чем они говорили. Они не дают никогда, они до последнего момента не дают, значит, весь этот разговор и это все договорня, которые они хотят сделать, мы не видим это. И к чему они стремятся, мы примерно понимаем, что мы говорили. А кто как к этому подходит и какие у них требования, они пока не открывают, как я вижу. Так что вот такая ситуация сам. Бахкалая, друзья, если есть вопросы, задавайте вопросы. Давайте вопросы. Так, мы уже час говорим с тобой, да? Ну, да, почти час. Если нет вопросов, давай тогда заканчивать. Если есть вопрос, давай отвечать. Ну, друзья, задавайте вопросы. Нету? Нету вопросов. Ну, давай завершим, Аслан. Если ты не против, давай заключаем. Да. Спасибо, Аят. Было очень познавательно и информативно. Большое вам спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал, видел нас. Амин. До свидания.